Как и 10 лет назад, гостей встречают по-семейному, за накрытым столом. На нем блюда многих национальных кухонь, приготовленные с большой любовью. В такой неизменно дружеской обстановке обсудили итоги работы. Лишь малая их часть – открыт клуб «Русские традиции». Непрерывно ведется работа с детьми, организуются дни национальных культур. А среди тех, кого объединяет центр, уже давно не только татары. Сейчас у нас появилась уже, вы знаете, такой очень мощный и сильный состав нашего центра. Присоединились русские, присоединились узбеки, присоединились армяне, азербайджанцы. И уже когда мы делаем свой заключительный, так сказать, ежегодный фестиваль национальных культур, то там видно, что нас очень много. Это уже не 15, не 20, не 30 человек, а это именно сотни, от 500 и выше. Центр национальных культур открыли в Дубне в 2013 году. Фарид Мухтасаров был одним из инициаторов его создания. Объединять татар он начал больше 30 лет назад. Со временем возглавил областную автономию. Он точно знает ценность таких мест, где разные, на первый взгляд, люди могут общаться как одна семья. Мы, во-первых, развиваем свою культуру, стараемся поддерживать, стараемся сплачиваться сами, а с другой стороны общаемся. Вот это самое ценное. Я даже сам, как один из инициаторов создания такого центра, настолько рад, что благодаря вот этому центру я узнал много прекрасных людей нашего города. И таких позитивных, интересных вообще. И когда ты приходишь сюда, ты уходишь отсюда с зарядом. И у всех такое же чувство. Таким образом, центр реально выполняет функцию объединения людей всех национальностей, создания позитивного настроя и, скажем так, совместной жизни на дальнейшее. Поздравил с праздником дружный коллектив и руководителя центра глава Наукограда Сергей Куликов. Общаясь с гостями, он подчеркнул: Дубна – многонациональный город, где есть Объединенный институт ядерных исследований, особая экономическая зона и другие крупные предприятия. Поэтому то, что здесь успешно работает Центр национальных культур, особенно значимо. С самого раннего детства, конечно, люди должны общаться между собой, дети должны общаться между собой, понимая, что вне зависимости от того, с какой ты национальности, ты такой же человек, такие же у тебя потребности определенные. Есть разные культуры, и поэтому надо слышать друг друга, слушать друг друга, общаться, и тогда будет точно дружба, и мир вообще открытый для всех. Проекты Дубнинского центра национальных культур высоко оценили не только в Наукограде, но и в Подмосковье. Но на этом дружный коллектив останавливаться не планирует. Большие надежды на то, что мы найдем еще время и место для других национальностей. Во-первых, не все еще к нам влились, очень нам хочется развивать уже имеющиеся, естественно. Потом у нас в этом году был замечательный проект «Этноуголки» в дошкольных учреждениях. То есть все дошкольные учреждения вовлечены. У нас этот проект будет продолжаться. Сегодняшний праздник, как и многие мероприятия в центре, точно запомнится. Гости отведали самые разные угощения. Не обошлось застолье и без душевных песен. Наталья Равчук, Александр Плотников, Константин Козин. Новости Дубны.